как-то уже привычно 9 мая, День Победы. Переносить, наверное, нет смысла. Отмечать 9 мая, потому что бывший Советский Союз, наши деды выиграли войну, и мы не должны смотреть на Запад, на Европу, на Америку, на другие страны. У нас так какая-то уникальная традиция есть, небольшая. Ну, это как бы мы этот праздник заслужили, исторически очень сильно. Если мы отмечаем 9, значит все должны 9, а не мы 8. Нет, я за 9. Сын фронтовика, по-моему, не надо ничего больше добавлять. Это был всегда праздник, он и есть. Я считаю, что в принципе этот праздник должен быть 2 дня, чтобы люди могли нормально отдохнуть, себя чувствовать. А так это получилось что-то и не туда, и не сюда. Думаю, мы как бы привыкли 9 мая отмечать. Я больше склоняюсь к 9 мая. Хоть даже и было подписано 8, как-то традиция уже сложилась. На самом деле вообще не принципиально, когда его праздновать. Я думаю, стоит создать вообще отдельный праздник, который будет посвящен всем людям, которые прошли военные конфликты. И не стоит делать акцент именно на Второй мировой, потому что любая война, это как бы не очень хорошо. Я думаю, нема сенсу нормальний 9-го. Увесь час святкували, яка розниця переноситься. Что можно поддержать это. Ничего в этом страшного нет, тем более, что реально День Победы был 8. В принципе, тоже неплохо. Все равно продолжение будет и 9-го. Правильно? Отрицательно отношусь. Европа никакого отношения к этому не имеет. 9 мая – это день победы Советского Союза. Против этого лично, категорически. Я тоже против. Категорически против того, чтобы... Отмечали 9 июня. Известие о победе, о подписании капитуляции пришло ночью с 8 на 9 в Москву. И это традиция, и не важно, что ее установил Сталин. Традиция, привыкли мы 9 отмечать. Чего там переносить, суетиться. Россия это празднует 9 числа. И мы, наверное, как-то ближе к ним. Мое мнение, это кажется. Зачем нам Западная Европа? Добра ставлюся да гэтага, чаму не. Я тут лічу, нічога дрэннага ў гэтым няма. Ды няхай будзе і 8 і 9, таму што, як вы ведаеце, чаму 9 адзначаем? Таму што из-за розницы у часу. 9 мая, наверное, это уже какая-то традиция, и, на мой взгляд, не совсем, наверное, это будет для большинства населения привычно как минимум, да, то есть всегда это был день именно 9 мая. И мне кажется, с моей точки зрения, следует продолжать отмечать именно 9 мая. Лічу, што трэба адзначаць з усім сусветам увогуле ўсе святы. Гэта не тычыцца толькі Дня перамогі, але ж яны, здаецца, не завуць яго днём перамогі. Таму там у Савецкім Саюзе некалі прыдумалі, што ў іх там такая галоўная перамога, і яна менавіта 9. Хай сабе, можа, нам проста гэта не трэба адзначаць. Гэта іншае свята. Таму так, мы мусім як менш з Европай разам в гэтым пытанні быць. Уже ўсе нашы суседзі апроч усходняга, здаецца, так робяць. Нормально. Кто как хочет, пусть так и празднует. Лишь бы праздновали. Так сложилась традиция. В Европе так. А у нас 9 мая. Так чего тут уже менять? Это же уже сколько десятилетий. Лишь бы праздновали, лишь бы помнили. Пускай. Вот это самое главное.